А мы продолжаем делиться новостями. И вот, как поступить в Щукинский институт, наверняка интересует многих. И вообще театр всегда будет будоражить умы и души людей. Какие спектакли, гастроли планируются Государственного академического русского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина, узнаем у нашего гостя. И сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Алла Бузмакова. Алла, доброе утро. Доброе утро. Ну, приятно, так ярко выглядите прямо с утра. Расскажите ваши впечатления о прошедшем сезоне. Какие были гастроли, что запомнилось? Спасибо большое. Сезон был очень такой длинный, насыщенный на всевозможные события. Это и гастроли, и премьеры, и набор в Театральный институт имени Щукина, и какие-то очень трепетные моменты, да, как уход нашей народной артистки. Да, мы с большой любовью относились к Наталье Федоровне Дорошенко. Это, к сожалению, большая потеря для нашего театра. Но жизнь продолжается, и у театра очень много планов, перспектив. Мы в этом году были, как внутри республики, съездили в Мирный, где нас очень полюбили зрители, съездили в Ленск, где зрители буквально отпрашиваются с работы, Ничего себе. чтобы, да, посмотреть на наши спектакли. Они слезно умоляли: ну, пожалуйста, пожалуйста, хоть какой-нибудь приставной стульчик. Ничего себе. Да. Мы были в Благовещенске, где нас, с кем, вернее, нас связывает очень давняя дружба. Благовещенский зритель тоже нас очень любит и ждет. И вот в конце сезона мы были в Южно-Сахалинске на фестивале. Впервые мы были на Сахалине. Нам очень понравился этот край. Собственно, как и мы этому краю, видимо, приглянулись. Взаимная любовь. Да, да. И даже со сцены Чехов-центра Южно-Сахалинска было объявлено о намерении о взаимных гастролях весной, вернее, осенью 25 года. Очень интересно. Да. Будем ждать с нетерпением Да, их к нам в гости и, конечно, вас с удовольствием отправлять, Да. чтобы рассказывали о нашей республике. Ну, а лично вам? Вот самое яркое мгновение хотя бы за последний, ладно, не сезон, хотя бы за последние 3 месяца. Ой, так много событий, потому что, ну, лично я работала в этом сезоне и как актриса. В «Женитьбе Бальзаминова» у меня большая интересная роль свахи, да? И как хореограф, и как администратор, и как куратор Щукинского театрального института, да, где наш целевой курс. Столько всего пережито. Поэтому я не могу сказать, какое конкретно событие больше. Ну, тогда давайте о планах. Что планируется? Что мы увидим, ну, хотя бы осенью? Зрители увидят уже полюбившихся режиссеров, их работы. Осенью к нам приезжает Гранов, который ставил «Маскарад». Угу. Затем мы ждем Ярыша, который в нашем театре уже ставил «Фигаро» и «Боинг-Боинг». Весной к юбилею Победы мы ждем еще одного нашего режиссера Бурханкина, который ставил как раз вот Бальзаминова. То есть планов-то у нас очень много. И плюс еще какие-то интересные вещи. Конечно же, наш Андрей Григорьевич Габышев готовит постановку. Будет что-то интересное. Такой прям загадочный ходит по театру. заинтриговали просто. Пополнение труппы у нас выпустились, да, получается? Да, ребята студенты? выпустились, выпускники Щукинского театрального института, они уже осенью должны вернуться к нам, войти, влиться в труппу, выйти в каких-то спектаклях. Мы с нетерпением ждем. Будет интересно. Да, и вот у нас одна девочка поступила нынче Угу. в Щукинский. И мы планируем, самое главное, что мы планируем на будущий год еще несколько мест. Набираем осенью, уже с сентября начнем работу, театральную студию именно для 11 классов, где мы готовим непосредственно к поступлению в Щукинский театр. А какой-то отбор будет на этот курс? Да, да, конечно. В сентябре мы все объявим, как можно Так, попасть. а для тех, кто хочет заранее готовиться? Для тех, кто хочет заранее готовиться, нужно готовить чтецкий материал. Угу. Это басня, проза, стихи. Если владеют какими-то вокальными данными, музыкальными инструментами, пластическими возможностями, то это все приветствуется. Важно быть самим собой,
показать вот всю свою энергию и, что немаловажно, иметь хороший кругозор. Потому что, к сожалению, сталкиваемся с такой проблемой, что ребята, поступающие в театральный вуз, Мгм. не читают. Многие, ну, понятно, что многие там приезжают из районов, где нет театра, и им сложно, но тем не менее они не ходят в театр. Вот, и такая метаморфоза, такое перерождение, когда особенно к нам попадают в студию, и они каждую неделю видят, как работают актеры, ходят на репетиции, они смотрят премьеры, то есть они самые первые даже зрители. Да, и как вдруг расширяется вот этот кругозор, как вдруг вырастает, выскакивает из этого человечка личность интересная. Потрясающе. Жалко, что у нас так мало времени, и хочется на вас смотреть и безумно слушать не только в театре, но и у нас в гостях. Приходите Спасибо. как можно чаще. Спасибо Будем ждать. большое. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Вот такое у нас пятничное утро. Желаем такого же прекрасного настроения, как у нашей гости.